Благополучие и достаток жителей России – ключевой фактор развития нашей страны. При этом скорость технологического прогресса в мире растет семимильно, и мы должны быть на гребне этой волны. С этого начал свое послание Федеральному собранию Владимир Путин. Мы готовы к экономическому и технологическому прорыву. В этом президент страны твердо убежден. Первоочередная задача – снижение уровня бедности. Низкий уровень дохода напрямую влияет на демографию, а с ней у нас пока не очень. В 2017 году, например, численность населения в трудоспособном возрасте сократилась почти на 1 миллион. В ближайшие годы такая тенденция к сокращению сохранится, что может стать серьезным ограничением для экономического роста. Трудовых ресурсов просто нет. Необходимо ответить на эти вызовы и в предстоящее десятилетие обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России. Наша демографическая политика доказала свою результативность, и мы продолжили, расширили ее. Продлили программу материнского капитала, предусмотрели адресные выплаты при рождении первенца, 2-го и 3-го ребенка. За 5 лет свыше 500 000 семей с детьми смогут улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки. Также запускается программа обновления детских поликлиник и детских поликлинических отделений в больнице. Несмотря на ряд сохранившихся вопросов, в целом решена проблема с детскими садами. Сейчас нужно обеспечить все семьи, которые нуждаются местами в яслях. Тем самым дать возможность молодым мамам продолжить образование или как можно быстрее, если кто-то хочет выйти на работу, не теряя квалификацию. В ближайшие 6 лет на охрану материнства и детства государство потратит рекордные почти 3,5 триллиона рублей. Не намерены власти забывать и про пенсионеров. Индексация их пособий должна быть выше уровня инфляции, заявил президент. А в идеале, конечно, было бы неплохо, чтобы размер выплаты был хотя бы приближен к последней зарплате пенсионера. И, конечно, нужно повысить качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей. Помочь тем, кто одинок и оказался в сложной жизненной ситуации. Решение всех этих вопросов требует комплексного подхода. Считаю, что будущее новое правительство должно будет подготовить специальную программу системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения. Задачи в экономике не менее грандиозны. Через 5 лет мы должны увеличить ВВП страны в 1,5 раза. Но для этого нужно, чтобы главный базовый показатель продолжительной жизни с каждым годом возрастал. Темпы, по словам Владимира Путина, у нас и так одни из самых высоких в мире, но и этого для экономического рывка нам маловато. К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран 80+, где продолжительность жизни превышает 80 лет. Это в том числе такие страны, как Япония, Франция, Германия. При этом опережающими темпами должна расти продолжительность именно здоровой, активной, полноценной жизни, когда человека не ограничивают, не сковывают болезни. Комфортная среда – это в первую очередь доступность жилья. Здесь тоже необходим качественный скачок. В прошлом году 3 миллиона семей улучшили жилищные условия. К 2024 году эта цифра должна возрасти до 5 миллионов. Вижу 3 ключевых фактора повышения доступности жилья. Первое – это рост доходов граждан. Об этом я говорил, мы должны это обеспечить. Снижение ставок ипотечного кредитования. И, конечно, увеличение предложений на рынке, на жилищном рынке. Напомню, сейчас это уже подзабылось, но напомню, что в 2001 году по всей России было выдано, как вы думаете, сколько ипотечных кредитов? 4000. 4000 ипотечных кредитов. Ставка доходила до 30%, в том числе в валюте. Более половины, кстати, кредитов и выдано было в валюте. Воспользоваться ипотекой могли единицы. В прошлом году, уважаемые коллеги, выдано около 1 миллиона ипотечных кредитов. В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже 10%. Дорожная инфраструктура – еще одна важная позиция доклада главы государства. Если с федеральными трассами в стране более-менее неплохо, то дороги местного значения не отвечают никакой критике. На это губернатором Владимир Путин указал прямо. Обращаясь к руководителям регионов и городов, состояние дорог должно быть постоянно в центре вашего внимания. Нужно наращивать качество и объемы дорожного строительства, использовать для этого новые технологии решения, инфраструктурную ипотеку, контракты жизненного цикла.
И, конечно, наша важнейшая задача – повысить безопасность на дорогах, до минимума снизить смертность в результате ДТП. В общей сложности в предстоящие 6 лет необходимо практически удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог в России. Направить на эти цели более 11 триллионов рублей из всех источников. Это много. Имея в виду, что в 2012-2017 годах мы на эти цели направили с вами 6,4 триллиона рублей. Тоже большая цифра, но нужно 11. Медицина тоже один из главных приоритетов. Здесь затраты должны возрасти вдвое, до 7% от ВВП страны. Серьезная напасть – онкологические заболевания. Для России диагноз «рак» ставят все чаще, и это не может власть не волновать. И без специального национального подхода здесь, увы, не обойтись. Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию. Провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения, которое позволит защитить человека. У нас есть такой позитивный опыт. На комплексное развитие всех жизненно важных сфер и технологический прорыв стране необходимы гигантские средства. На свой же вопрос, где же их взять, Владимир Путин ответил четко – резервы в экономическом потенциале. Нужно четко выстроить приоритеты и повысить эффективность государственных расходов. Энергичнее привлекать частные ресурсы для финансирования крупных проектов. Также будущему правительству предстоит как можно быстрее сформировать новые налоговые условия. Они должны быть стабильны и зафиксированы на предстоящие годы. Подчеркну, нам нужны такие фискальные решения, которые обеспечат пополнение бюджетов, причем всех уровней, а также исполнение всех социальных обязательств. И при этом будут не сдерживать, а стимулировать экономический рост. Низкая инфляция – залог устойчивого развития экономики, а это длинные деньги, дешевые кредиты для бизнеса, снижение ипотечных процентов. Главная точка роста экономики – повышение производительности труда. Все средние и крупные предприятия должны прибавлять по 5% в год. Вот тогда будут и высокие зарплаты, и повышение потребительского спроса. В инвестициях мы тоже вправе ожидать улучшения климата. Деньги нам срочно нужны на модернизацию производства. Мы можем и должны сделать жизнь лучше, а для всех, кто хочет себя проявить, подчеркнул Владимир Путин, Россия всегда будет страной возможностей. Максим Васильев, телеканал Юрган.